Касым-Жомарт Токаев впервые публично признал, что на самом деле перевод всей страны на единый часовой пояс – это на самом деле не какая-то блажь министра торговли, а на самом деле это инициатива, которая исходила от него самого. В нашей большой по территории стране с относительно немногочисленным населением должен быть единый часовой пояс, который упрощает управление государством, помогает оптимизировать логистику и многие бизнес-процессы. Думаю, на этом дискуссию надо завершить. И тем более не следует политизировать данный вопрос. Вот эта фраза «не надо политизировать вопрос», ее достаточно регулярно использовал ваш предшественник Нурсултан Назарбаев. Причем использовал всякий раз, когда речь заходила о массовом, общенациональном таком недовольстве, возмущении. И теперь вслед за своим предшественником повторяйте вы. И вы тоже просите население не политизировать вопрос. Политизировать – это значит заниматься политикой. Заниматься политикой – это значит принимать участие в управлении государством, в делах по управлению государством. То, что правительство перевело всю страну на единый часовой пояс – это политика. Когда вся страна встает на уши и начинает это обсуждать, это тоже политика. Когда миллионы возмущенных людей пытаются достучаться до власти, пишут петиции, ставят подписи под петициями, собирают круглые столы, там, пытаются общаться с депутатами, это тоже политика. И когда вы выступаете на Курултае, это тоже, я открою вам секрет, тоже политика. Это все часть политического процесса. И когда вы говорите о том, что нам, гражданам Казахстана, не надо политизировать этот вопрос, на самом деле я лично понимаю это так, что вы, сидя в президентском кресле, члены правительства, которые заседают в правительстве, имеют право заниматься политикой, интересоваться политикой, а мы, граждане Казахстана, такого права лишены. Либо мы читаем с вами разные конституции, либо мы совершенно по-разному понимаем слово «политика». Поэтому, когда вы запускаете в стране какие-либо изменения, которые касаются жизни миллионов людей, которые непосредственно влияют на жизни миллионов людей в этой стране, и при этом просите не политизировать этот вопрос, вы знаете, это все равно, что как если бы вы просили граждан Казахстана увеличивать рождаемость в стране, но при этом просили бы не заниматься сексом.